В Кыргызстане есть всего 10-12 человек, которых общественное мнение единогласно признает ключевыми фигурами развития суверенного Кыргызстана. Аскар Мааткабылович Салымбеков занимает в этой когорте одно из главных мест. Дордой – самый крупный экономический проект Кыргызстана и бюджетообразующий сектор страны. Огромен вклад организации в спорт, культуру, науку, благотворительность. Как сохранить большой бизнес в сегодняшней бурной жизни? Полагаем, что секрет устойчивости и жизненной силы компании в личности ее создателя. 5 февраля Аскару Мааткабыловичу Салымбекову исполняется 70 лет, и сегодня он наш гость. Как чувство ваше? Чувство? Ну, такое, предюбилейное. Предюбилейное? Что это означает? Ну, скоро, мне кажется, исполнится 70 лет. Вот, и как-то перед другими вот, предшествующими днями рождения как-то не чувствовал такого, какого-то такого волнения, что ли. Потому что я раньше как-то, дни рождения проходили как-то по-рядовому. Ну, так, собрал друзей, там, отметили. Таких не было каких-то подготовительных работ. А мне вот где-то 2-3 месяца назад, 2 месяца, говорят, надо 70 лет как-то надо будет отметить. Вот. Я говорю, может, это и не надо. Нет, там друзья, коллеги, родственники, близкие тоже говорят, это надо как-то отметить. Ну, отметить, давайте отметить. Ну и потом в этом плане выходят какие-то подготовительные работы должны быть, оказывается. Что-то надо выпустить, что-то надо приготовить, где-то приглашенных побольше, с кем я вот по жизни иду, коллеги, друзья, близкие. Вот. Ну и где-то, чтобы, ну раз 70 лет, раз уж я взялся, значит, моя команда, кто будет это все организовывать, они мероприятия, а эти мероприятия там расписано, каждый свою ответственность несет. Но я человек ответственный, я должен всех контролировать. Все структурно, да? Да, нюансов. Все. Вот, да, раньше как-то вот эти все какие-то вот такие мероприятия, вот, все контролировала Гульмира Сулаймановна. Я как-то это, оказывается, не знал, что так много нюансов в этом деле. И сейчас я сам убеждаюсь, очень много нюансов, которые действительно женщина должна делать. Женщина. Это да. Да, очень много. Вот, и, ну, ничего так вот, основные вот вещи там. Фильм документальный. А кто снимал? Мурат Мамбетов. Вот. «Волчья яма», помните? Да, играл конечно. композ. Вот. Я посмотрел его как-то фильм про Ханабека Османалиева. И мне как-то он понравился. Я поинтересовался, кто режиссер. Оказался Мурат Мамбетов. Ну, Мурат Мамбетов я давнишние наши друзья. Вот. Ну, Шамшиев Булат Төленович, Асылбек Узбеков. И Мурат Мамбетов мы вот поднимали вот нашу национальную игру Кокбюру. Где-то там лет 10 мы там. И, Вы тоже поднимали Кокбюру, да? естественно. Потому что я знаю, это Болот Чернияз. Нет, тут на истоках стоял Булат Төленович Шамшиев. Вот он пришел с этой идеей, говорит, мы пришли к Силаеву, говорит, ну это, говорит, национальная игра, вот найдите такого человека, который может вас поддержать. И, говорит, бистин намыска, говорит, тиде, и, говорит, вот мы пришли к тебе. Ну вот там идея, что наподобие канадского хоккея, вот, чтобы были тайказаны, чтобы тушу забрасывать вот казан, тайказан. А он тайказан. Да, и мне понравилось, потому что я как-то задумывался над этим вопросом.
такая игра мужественная, сильных ребят. И там, если вот вблизи посмотреть, как они там дерутся за эту тушу, вот, то канадский хоккей просто отдыхает. И где-то мне вот такая была идея, и как-то вот Болот Туленович, он же человек творческий, вот он подошел, говорит, давай вот так будем делать, стадион сделаем, и начнем, вот тут ребят найдем вокруг Бишкека. Это в каком году было? Это в 1997 году. 1997 год, декабрь. Нет, это он подошел где-то в октябре, а мы вели подготовительные работы, и первый вот мы построили стадион ниже рынка Дордой. Я все профинансировал, стадион сделал, эти тайгазаны сделали, и пригласили ребят вот близлежащих сел. Это вот Алмалу, Горная Маевка, Койташ, Пешкунгей, вот Алато совхоз. Собрали ребят и начали вот не землю вот так вот бросать, в Казань. да, именно Казан. Это Казан, и уже по другим правилам, уже по 4 человека. Казан это было или это вы придумали? Вообще Казан придумал Болот Туленович. Так не было вот? Не было, это, такого вообще не было. Они просто кидали вот просто открытую землю и все. Вот, да, это очень легко. Вот. А когда уже Казан бросать, это уже тактика должна быть, стратегия должна быть, да, там защитники, там нападающие, там очень много. И так пошло. Я вот 13 лет посвятил этому нашему виду спорта, когда вот уже подняли, и уже вот первый был президент Болот Туленович. Вот. Потом я уехал тоже на Рын работать губернатором. И тогда вот мы передали, а Болот Туленович тоже перешел, спортагентство он возглавил. А это общественная должность, президент федерации. И вот мы передали Болоту Шерниязу. Вот так было. Вот так вот, да. Вот мы уже обкатали, и уже Болот тоже, его заслуга, он не только в Кыргызстане, он пошел в Узбекистан, пошел в Казахстан. И вот он создал международную федерацию. Вот, начал расширять масштабы, границы Кукбуру. Вот его заслуга. А первые вот эти вот закладывали. Я не знала. Закладывали вот мы, вот да. Болот Шамшиев, Дюшикеев, вот, режиссер его Темир. Вот мы втроем вот раскрутили. Гокбуру сейчас лишних билетов невозможно достать. В общем, она так вот получила очень широкую популярность. И уже сейчас вот в каждой области, где наши кыргызы работают в России, там созданы федерации Гокбуру. Вот в каждой области, где кыргызы. Начиная от этого, от Забайкальского округа и кончая вот Подмосковьем. Вот где вот наши кыргызы. Удивительно. И уже, да. Это вот именно Казан. А то, что сейчас вот есть же такое недопонимание с казахами по этим правилам, но они вот этот Кокпар тоже, они оставили без Казана. Да. Вон оно что, да, из-за этого без Казана, да, без Казана. Конфликт происходит. Но, да. А из Казана мы выигрываем. А и без Казана тоже мы можем соперничать, но Казан это вообще такая страсть. Ну, более сложная игра получается. Да, эмоции. А там на землю бросишь, это, знаете, без усилий. А там действительно вот экспрессия такая, динамика, борьба, страсти. Вот почему хоккей вот этот весь, или баскетбол, или футбол, вот этим же славятся эти виды спорта. И вот как Кукбуру тоже, вот когда рядом смотришь, и вот вместе с игроками, болельщики, они там тоже вместе, как будто вот они живут вместе с игроками, играют. И вот это вот у каждого человека же есть страсть, правильно? Ну да, это увлекает. Да. Это же такая биологическая основа. Это биологическая основа, да, например. У женщины там мода привлекает, там блюда, а мужчин там рыбалка, охота, баня, да? Вот
Вот наподобие этого. Там кто-то собак любит, кто-то кошек. Вот примерно вот Кокбурю то же самое. И у, безусловно, и у футбола да. свои болельщики, и у бейсбола свои болельщики. У Кокбурю вот сейчас вот так вот именно с Игра стала прям именно с общенациональной, казанами, да. да, общенациональной стала. Я вернусь к вашему юбилею. Почему? Потому что тема эта неисчерпаемая, может, мы отдельно про нее поговорим, про Кокбурю. Я давно хотела сделать какой-то материал, вот, именно касающийся Кокбурю, давайте да, вот пока первые, кто закладывал и жил, пока живые. Да, ну живите вот, долго. Нет, вот Болот Байке умер, Тушакеев Темир умер, вот, кто вот троем, я там. Ну, еще есть ребята, которые, вот, их тоже мало остается. И вот их надо... Оскар Байке, вот вы, получается, ваше 70-летие, оно выпало на такую вот эпоху перемен, да? Да. Вот нет такой растерянности какой-то у вас в этом мире сейчас, вот с тем, что происходит вокруг? Ну вот я сам историк, и вот если всю историю человечества посмотреть, она все перманентно, вот это все вот эти реформы, все вот эти изменения, смена общественно-экономических формаций, оно все идет, понимаете, каждый народ, там, каждая страна, она переживает эпохи там подъема, падения, да. Если взять вот 20 век, да, Великая Октябрьская социалистическая революция, да, вот она дала большой вот там толчок, правильно, для изменения, чтобы вот и 24-й год мы получили первую автономию, да, вот, свою государственность, и это плод Октябрьской революции. Мы никогда не должны забывать, что вот действительно, если бы не было Октябрьской революции, и в 24 году не было бы наших вот основоположников нашего государства, Абдрахманова, Розбекова, Арабаева, Таныстанова, да, Айдарбекова, Цыдыкова, да, тогда бы вообще мы остались бы, например, автономией России или там автономией Казахстана, может быть, автономией Узбекистана. Вот каракалпаки в Узбекистане, да, вот. Они такой же народ, как вот мы, да, вот. А так вот автономная область или там это автономная АСР, это уже не самостоятельные страны. Вот получили область в 24 году, 14 октября, и это надо благодарить Ленина, Сталина, Октябрьскую революцию, то, что там мы получили. А потом в 26 году автономная ССР, а в 36 году уже Союзная Республика. Если бы этой Союзной Республики не было бы, в 91 году у нас бы не было бы нашей суверенной страны, вот, суверенной страны, которую вот мы в 91 году получили. За 30 лет, конечно, мы тоже видели много таких событий, которые происходили у нас, в нашей стране, Кыргызской Республике. Ну, и это 2005 год события, 2010 года события, 2020 года события. И все вот мы это вот свидетели такого какого-то, знаете, перепадов, да? Да, перепады, да, без перепадов, без каких-то падений, без каких-то вот, ну, все ошибаются, понимаете, все. Но самое главное, вот каждое событие хотели лучше жить. Все лучше и лучше, правильно, да? Ну, хотели, но не получалось иногда. Ну, хотели, да? Ну, иногда получалось. Иногда вот. Ну, вот последний вот, после событий 2020 года, и вот сейчас вот наш президент со своей командой, они сейчас вот взяли такой курс динамичного, быстрого такого социально-экономического развития нашей страны, да? Темпы очень хорошие, вот 9% роста ВВП. Это вот не каждая страна дает. Вот уже последние 2 года у нас 8-9% рост ВВП. Это не каждая страна, но мы по своим масштабам, правильно, да? И вот так вот, когда вот Китай, вот пик китайской экономики, развития, да, или в других всех стран, это вот где-то до 10%, от где-то 8, 9, 10%, это очень хороший рост. Вот это вот последние 2 года вот такой рост мы ощущаем, и
И наяву мы видим там изменения. Приезжие наши гости говорят: ой, как меняется у вас. И вот строительство домов, жилья, новых таких государственных учреждений, дороги строятся, в селах детские садики, школы, медицинские вот эти все пункты, больницы строятся. В прошлом году вот к столетию 100 предприятий построено. Еще больше построено там. Ну, было там план, не план, а вообще обязательства. Ну, обязательства. Это очень тоже хорошее было это время, когда и во время Советского Союза там к юбилею вождя там повышенные социалистические обязательства, там юбилею там страны тоже какие-то повышенные социалистические обязательства. И вот сейчас вот тоже вот, на местах уже и чиновники начали работать, и народ начал понимать по-другому, воспринимать, и сами начали вовлекаться в этот процесс. Вот такого, чтобы активного участия вот в нашем строительстве. Оскар Байке, вы вот... Вот укрепление вот этого всего, да. Я вижу у вас такое государственное мышление. А вот как вы себя чувствуете вот сейчас вот в этой... Вот вообще в том, что сейчас происходит, искусственный интеллект, войны, вот это вот какая-то, везде какая-то ситуация, какая-то неопределенность, все как-то нервничают очень много. Вот вы как-то, ну вы так зашли с общечеловеческих моментов, что все стало как бы, это и раньше было, ничего страшного, переживем, вот такое вот чувство, да? Ну, это очень здорово, конечно, то, что вот новые передовые технологии. Но есть обратная сторона медали, которая вот искусством, интеллектом связана, интернетом связана, да. И это мы видим наяву, эти негативные там стороны интернета. Есть негативные стороны и этого искусственного интеллекта. И вот такой баланс вокруг вот получить между, чтобы золотую середину, чтобы мы свои вот эти ценности, которые вот выработаны вот этой нашей историей человечества, выработаны естественным нашим развитием. Мы естественные, вот мы, я мужчина, вот она женщина, да? Да, вот, да. Вот, Понимаю. например, да. И чтобы вот это все, вот эти границы начали стираться, вот это вот, понимаете, да, начали пол менять, потом это все это, ну это же противоестественно, я считаю. И то, что сейчас Трамп объявил, что женщина должна быть женщиной, мужчина должен быть мужчиной, это здорово. Вот так оно и должно быть, понимаете? А так все это, то, что божественное, то, что естественно, начало нарушаться, разрушаться, и это привело бы, конечно, вообще к краху. Краху вообще, просто мы галопом шли своей катастрофе, своему разрушению. Я так считаю. И вот какую-то на золотую середину балансировать надо. Вот, все умы, даже вот Илон Маск говорит, вот этот искусственный интеллект, надо вот уже и законы принимают другие страны, как-то вот ограничить, чтобы искусственный интеллект имел свое поле, и какие-то вот, скажем, естественные вот эти наши ценности, оно не нарушало, например. Вот. А вы балансируете, вы лично? Я, конечно, если так взять, даже я консерватор, если честно, да. Ну, это мы так вот были воспитаны. А вот сейчас новое поколение, но молодежь, она, конечно, если вот так вот во всю прыть идти вот за этим делом, оно там чревато очень большими такими неприятными, мне кажется, последствиями. За этим делом вы имеете в виду что, деньги? Нет, за этим, вот, за искусственным интеллектом, за вот, то, что в наших социальных сетях, которые вот фейки, вот это все, сейчас вот невозможно определить, где фейк, где правда. Понимаете? А чтобы вот, различать, это нужно хорошее образование. Хорошее образование. Все это анализировать, аналитика должна быть. Да. И если человек, если он не подготовлен к этому, да, он может делать очень много своих ошибок по жизни. И он может потянуть вообще туда, вот, не в ту сторону, например, куда вот, например, если человек не подготовлен. И вот искусственный, вот то, что сейчас, вот это наши передовые технологии, нужны
люди подготовленные к этому. Люди подготовленные. Но не всех же не подготовишь, правильно? Да? Мне Не кажется, всех, да? сейчас вообще не подготовлены люди. Да, вот Да, и это- неподготовленные, и могут ими манипулировать как угодно. Вот. И вот эта вот опасность, они могут быть просто вот этой толпой, могут манипулировать. Это люди, скажем, это в кавычках дьяволы. Вот. А вы верующий, кстати? Я верю в Бога, Бог в моем сердце, и абсолютно вот эта вот божественная сила, она присутствует, вот это наша Вселенная, галактика, как она могла вот это вот, Как создаться? да, как само по создаться, себе? вот если посмотреть живой организм человеческий или там вот эти живые существа, как это все это сделано, что вот, понимаете, вот эта вся эволюция жизни вот этих живых существ, и мы Homo sapiens, которые мы, это вот то, что вот даже вот появление живого существа в утробе матери. Это вот сейчас наука, она до сих пор она не может это вообще объяснить, как это все. Это может быть искусственно, это невозможно. Вот скажем, то, что вот в утробе матери там живое существо Зарождается, рождается, да, зарождается. дается вот этот, да, это ну, вот, да. это какой искусственный интеллект там может быть? Какие там роботы, женщины, роботы, мужчины? Это же невозможно. Это вот, ну, возможно, это вот искусственного человека можно создать, но естественное начало, когда вот человеческое существо рождается, вот я думаю, вот эта естественность, она должна остаться как вся такая доминанта такая, чтобы Ну, то она, есть, естественность, она должна быть доминантой. Ну, конечно, оно Да. так изначально создано. Да. Просто вот эти метаморфозы, которые происходят, ну, вот молодежь очень теряется сейчас. Я вот сколько смотрю. Да, да. растеряны. Вот наше поколение, оно еще какое-то такое, более устойчивое. Базис есть вот этот, простого восприятия мира. Ценности Да. это у нас заложены уже. Такого вот простого восприятия. Это Да. правильно, это неправильно, Да. это плохо, это хорошо. Наверное, А молодежью можно вот как угодно манипулировать. Если он человек не подготовлен, без образования, без этого, да? Вот. И как можно лучше вот нашим детям, подрастающему поколению надо давать хорошие знания, чтобы они могли ориентироваться в этой бурлящей жизни. а вами когда-нибудь пытались манипулировать, Оскар Бакте? Сколько угодно. Серьезно? Конечно. Как вы вот просчитываете таких Да? людей, когда вами манипулируют? Нет, ну вот в моей биографии, я когда вот строю какие-то отношения, бизнес или другие отношения, ну, на первый взгляд, они все хорошие, вот, да? Ой, там, туда-сюда. А вот когда уже по действиям, уже видишь, уже чувствуешь, человек, он себя уже проявляет в своей деятельности. И вот тогда уже начинаешь уже, если он хороший, его берешь в команду, да? Если нет, то стараешься просто отдалиться от этого человека и больше как-то, знаешь, не вступать. не Но вступать я в вот сколько какие-то вас там- знаю, вы очень мягко и очень, очень тактично всегда общаетесь. Вы человек вообще, я не видела вас никогда в конфликте. Ну, может быть, я не так часто с вами бываю где-то, конечно, но все-таки Не, я человек Да. бесконфликтный. Бесконфликтный, и если какие-то, скажем, спорные моменты, да, ну, спорные моменты можно решить просто за чашкой чая, например, или там, если человек это за чашкой чая не хочет, то есть законы, есть, может обратиться в судебные органы, вот. И это без крика, без ругани, это все можно вот так вот разрулить, и нет безвыходных положений. Человек с человеком всегда может договориться. Если начинает ругаться, спорить, это уже, вот, понимаете. А как вы себя ведете, когда А? вот так спорят с вами, когда вот грубят вам, допустим? Я говорю, ну, если будем спорить, ругаться, кричать и драться, ничего к хорошему не приведет. Давайте вот спокойно будем решать эти вопросы. И вот даже какой-то самый вспыльчивый, самый какой-то эмоциональный, он начинает успокаиваться, утихомириться, и давайте, как выйдем из этого положения? Ну, давайте вот так вот. Если не так, давайте вы предлагайте, если нет. А бывают вообще какие-то упрямые, это, ну, я же говорю, вот человека вот видишь по его поступкам, да, и потом уже начинаешь судить.
Вот, а если нет этот человек, тогда надо просто уйти. И не реагировать, если, вот, например, начинает там где-то хаять, критиковать туда-сюда. Время покажет ху из ху. Так время уже и показывает есть ху кто. из ху. Сколько Да. лет вы, Кто есть ваша кто, да. организация существует, сколько лет ваш бизнес, это же показатель, да? Ну, понимаете, да, мы, я, например, это сторонник государственных интересов. Вот, народные интересы и государственные интересы прежде всего. Вот даже вот в бизнесе моем, да, вот, если там государству или народу это нужно, я должен идти на это, идти, вот, скажем, вот мой бизнес ориентирован, вот это, социально ориентированный, образование, здравоохранение, искусство, культура, вот, то, что вот народу нужно, вот, в первую очередь, не в первую очередь, ну, да, то, что нужно человеку, да, вот, я всегда охотно иду на это, охотно иду, социально ориентированный. А вот человеку что нужно у него? Дом есть, вот, работа есть, вот, дети есть, хватает. Вот многие люди, есть много людей, которые вот, ну, достаточно, вот, скажем, чай, хлеб, масло, вот это есть, они счастливы, да? Конечно. Да. И вот то, что мне дает, я сам, когда добываю, и мне и помогает. Кудай колду сонан кийин кете берет экен да. А вы из какой семьи, Аскарбек? Кто Я- ваши родители? Мои родители, ну, как сказать, вот, я должен был, конечно, в первую очередь быть противником советской власти, Октябрьской революции, да? Нет. Например, вот мой прадед Дурдой, да, у него было 9 сыновей. 9 сыновей. Они когда-то переехали из Кеминского района, ну, вот, Чуйской долины, переехали туда, в Атбашинский район. Там земель много для скота, для выпаса, да? И вот они переехали там. Вот тогда уж царская Россия, она разделяла племена, скажем, вот кыргызские племена разделяли, вот это одно племя здесь, там, сарбагыши здесь, саяки там, бугинцы там, вот. И вот мы наш тоже так распределили, если хотите, вот туда, в Атбаши. И там выпасов, жайлолар көп, аяқта много для скота, вот, территории. И вот наш вот Дурдой переехал со своими 9 сыновьями, и там овец отвечал, другой за там джилхларга, лошадей, там это все. Один торговал, там анджиан, ажгар, вот это все. Менял скот на товары первой необходимости, сахар, мука, одежда. Вот и все поделено было, да, все обязанности, да? Поделено было. А мой дед, вот Салымбек, учился в Кашгаре, в медресе. Он был образованный, молдо. Вот. Ну и вот 29-й год, коллективизация, и начали каких-то зажиточных, ну там, помните, да, кто заслуживал и не заслуживал, всех, в общем, сгоняли. Вот, зажиточный, все. И вот Чонгатаны, Салымбек, дедушку, прадедушку, вот, репрессировали и это, в Оренбург сослали. А он молдо, вот он такой ислам, да, Это дедушка, предан, да, дедушка Салымбек, да. И там свинина, вот это все, да, он, оказывается, и не кушал там, и даже не фотографировался. Вот до того был преданный исламу. Раньше вот им запрещалось А в исламе нельзя фотографироваться? Нет, им тогда, это 30-е годы прошлого столетия, да. И он даже не фотографировался, который вот потом, впоследствии, кто был с ним, мы с ним нашли этого человека, ему было 10 лет, это Бахас Атар. И вот он умер где-то, вот 100 лет он прожил, и вот он тоже был сослан со своим отцом в Оренбург. И вот он рассказывал, что вот твой дедушка вот так вот, он и плохо кушал, потом он заболел там, и там он умер. И там он умер, и его там похоронили, там братское там, кладбище. Я потом где-то 20 лет назад я туда ездил, смотрел эти могилы, Куран окутуп, там поминки сделали. Вот. Вот я вот из такой вот отец, да, и по матери
тоже, атасы тоже атасы зажиточный мамой, Таяке, да, Таята. Их тоже сослали Меге, Нарын сослали, там, Садбашинский район, там, Еки Нарын, Яхата, вот туда их сослали. А детям не давали образование. Детям, вот, кто кулаков, там, раскулаченных, репрессированных, не давали. Отец, он получил у меня 4 класса образования. Мама тоже получила 4 класса образования. Но отец был потом в финской войне участник, раненый, вернулся живой, раненый из финской войны в 1939 году. Вот. Потом он работал кузнецом. Кузнецом там, в колхозе, вот, ремонтировал вот эти трактора, вот эти комбайны, которые были вот, в распоряжении. Вот. А мать, она была такая очень шустрая, она такая, и она уже закончив 4 класса, потом 7 классов, стала работать в красном уголке по ликвидации безграмотности населения. Она учила вот, алфавит, там, читать, Алипе, помните, да? Да, Алипе, это будучи уже замужем, да, или нет? Она замужем, да, нет, Да. в 1939 году, в 1938 году они поженились. Вот, и отец ушел на финскую войну, вот, финская война. А мать стала вот красный уголок по ликвидации безграмотности. И вот после войны уже к нам приехали из Бишкека эти ученые, молодые специалисты в области сельского хозяйства по животноводству и по растениеводству. Опытное хозяйство было создано. И вот там, в опытном хозяйстве, отец был завхозом работал, потому что по состоянию здоровья. А мама, вот там же русские приехали, они попросили, чтобы она закончила вечернюю школу, вечернюю 10 классов, и она стала синоптиком метеостанции. Синоптиком она с 1952 года работала синоптиком, отработала 35 лет синоптиком в Атбашинской метеостанции. Она освоила латинский язык, там, вот эти все названия. И она писала, и сама стихи писала. Вот, и вот она приучила нас к любовь к книгам, к знаниям. И с 1 класса вот, она сама повела меня в школу, потом в библиотеку. И говорит, давай вот китеп, сенин досуң болсун, жакының болсун, китеп менен жакыным, китеп менен акылым деп, ошону 1 класстан үйрөткөн да, ошо. Вот мы на книгах выросли, потом газеты, потом я вот очень был общественный активист в школе, стенгазеты, сначала спортивные начал выпускать стенгазету, потом вообще школьную стенгазету выпускать начали. Ну, это вот политинформация, потом интересные факты, вот это, помните, да, вот общешкольная стенгазета. Вот и вот воспитание наших родителей, конечно, вот, я говорю, в первую очередь, это мама, которая вот нас прям контролировала, вот, учитесь, вот. Во сколько было братьев и сестер? У нас было 5 братьев, только братья 5. Я самый младший. Самый старший вот 41-го года, это мы отца брата сын. Вот, брат ушел в армию и не вернулся. Потом он воспитывался он у нас. Потом после войны 3, и я вот 55-го года. И вот 2025 год. Вот так, да? Да, я думаю, когда вот были... Ой, когда же этот в 2000 году нам будет 45? Доживем ли до 2000 года? 2000 год, смена, помните? Миллениум, тысячелетие. Конечно. А теперь это смена социализма на этот капиталистический строй, вот это все увидели. И раньше, вот в то время, 50 лет, это был какой-то пик. Мне многие отмечали, и академики, и профессора, в общем, известные люди 50 лет отмечали и не думали, и не знали, что они доживут еще до 60. А 70 это там единицы достигали.
А сейчас вот благодаря вот научно-техническому прогрессу, улучшению условий жизни, да, 70 лет, это сейчас, ну, ученые говорят, где-то жизнь, она да, на 25 лет как-то она. А вы что делаете для поддержания формы? Вы хорошо выглядите. Ну, я как-то, знаете, я так живу обычной жизнью, я, ну, придерживаюсь определенной какой-то диеты, конечно, да. Какая? Да? А? Какая диета? Диета сейчас вот мучное и сахар вот меньше, вот меньше. И спиртное вот уже не те дозы, которые я раньше вот в комсомольские годы принимал. Ну, дозы тоже сейчас поменьше. Вот 3 компонента, если по питанию. Вот. А потом движение, вот утром мы ходим, это час ходьбы, ускоренная ходьба. На дорожке, по улице? Нет, летом вот ботанический сад, а вот зимой, когда это смог, это все, это дома на беговой дорожке. Ну и вот в последнее время как-то тоже вот йогой, вот Серьезно? йогой надо, ну Ой, так, вообще как у классно, меня да. получается, вот я хочу вот йогой тоже позаниматься. Ну да, Ну, растяжка нужна. растяжки там, да, делаем, растяжки делаем. Ну, вот сейчас вы упомянули, что и комсомольское прошлое было такое. Вы были комсомольский работник? Да, я партийным не был работником, а вот комсомольским работником я был. Я 10 лет отдал комсомолу. Я 5 лет работал в первичках, я вот 2 года поработал в физкультурном, секретарем комитета комсомола в физкультурном институте. И 3 года поработал в медицинском институте, 3 года. Вот. И 5 лет был заведующим отделом ЦК комсомола. Ну ничего себе, это карьера была. Ну, а потом ЦК комсомол работал, и говорят, вот у тебя опыт, в физкультурном работал. И вот горисполкома направили председателем спорткомитета города Фрунзе в то время. Некоторых людей я наблюдала с комсомольской карьерой. Вы знаете, они все очень, ну, по крайней мере, часть из них стала очень успешными бизнесменами. Это вот какие-то, наверное, задатки нужны, да, чтобы... Ну, комсомол, вот он так-то универсально воспитывал, понимаете, да? Универсально. Общение с людьми, общение, вот этот, общение с вышестоящими, карьерный рост, в общем, учеба в университете марксизма, ленинизма, совершенствовалась все это вот система, вот база кадров, да, вот это резерв кадров. Туда тоже там фильтровали, этот может, этот не может. И вот так вот, когда уже человек подготовлен, вот уже руководящие должности, менеджеры в то время, вот менеджерский состав, это вот брали с комсомола. И вот это менеджеры очень, очень хорошо, они там собирали характеристики, там, это вот база данных, и почему это уже люди подготовленные, вот именно вот в России, да, сколько этих, вот посмотришь, олигархов, все они комсомольские работники. Вот я говорю, все знакомые вы кто. Вот этот Ходорковский, он мой был шеф в ЦК ЛКСМ. Серьезно? Отдел научной молодежи и молодых специалистов. Вот это НТТМ, научно-техническое творчество молодежи. Он это вот курировал это. И со всего Союза рационализаторы, изобретатели вот этих молодых он собирал и организовывали выставки. Со всего Союза там собирались. Вот. И вот сейчас вот общаемся, и вот у них у многих комсомольское прошлое. Вот то же самое. Да. А вот у вас там фраза промелькнула, что вот учили общаться с вышестоящими. Вот вы бы что посоветовали молодым людям, как общаться с вышестоящими? Ну это этикет, этикет должен быть. Вот, например, некоторые даже, ну да, без образования, да, вот с нашим президентом на «ты» иногда вот обращаются. Но это всенародно избранный президент, и это же уважительно, это же вот очень, вот это элементарное, вот я вот сейчас вам подскажу. Ну вот такие вещи у нас не допускали, мы вот говорили там
товарищ первый секретарь, вот слово товарищ раньше было. Потом мы стали господинами. Ну, хорошая жизнь, побыли товарищами, стали господами. Господа, там, леди, джентльмены. Вот. И вот этот этикет, он должен, вот тогда вот соблюдали этот этикет, этикет госслужащего, этикет там в коллективе, этикет, вот, в трудовом коллективе. Вот это все учили нас. И мы как-то вот проводили собрания, там, субботники, вот эти все вот такие большие, с привлечением больших людей, количества больших людей собрания, и это надо было знать настроение, знать настроение масс. Помните, такое было даже у классиков? Надо знать настроение масс и дальше что-то еще. Ну, вы чувствуете, да, настроение масс? Естественно. Да? Естественно, да. Это настроение, если на пульсе не держать, и сразу вот... Многие, вот, скажем, вот, предыдущие наши президенты, это вот настроение масс, это чувство где-то вот... Они потеряли вот это чувство. Мне кажется, все у власти теряют это чувство. Это вот. Ну, вот всегда быть на пульсе, держать на пульсе, и если где-то назревает недовольство, это вот надо пойти и как-то решить этот вопрос. И вот тогда вот это действительно руководитель. Ну, там как-то капсулируется, там какой-то пузырь вот возникает, и из этого пузыря уже люди не выходят. Я уже поняла, там отдельная реальность. Да. Да. И вообще эта реальность у каждого, сейчас даже вот говорят же футурологи, что мир идет к тому, что будут пузыри у каждого свои, не будет вот общей реальности, пузыри реальности будут. Ну, а вот у властей, не только у нас, это вообще, по-моему, везде в мире, всегда есть свой подпузырь. Там вот что вот происходит, да. Ну, вот этот пузырь, он раздулся, и потом это вот... Потом взрывается, не взорвался, вот надо, чтобы вот этот, если умеющий вот этот руководитель, он должен уменьшать это все. Это пузырь, это как недовольство, правильно, да, протестные настроения. Вот это как-то вот это очень надо уметь. И где-то многие вот упираются, нет, я прав, да, нет, все-таки народ тоже настроен, где-то они правы, да, и где-то вот надо идти на уступки, на компромиссы, и вот компромиссно вот решать такие назревшие какие-то вот вопросы, которые хотя бы могут лопнуть, взорваться. Один политик, он сейчас такой фаверный политик, он когда-то мне сказал: Венера, мы же, говорит, образованные люди, мы должны вести людей простых. Они часто не понимают, куда идти. А я так удивилась, думаю, как понять вести? Ну, типа, ну, вот прямо было сказано, прям, что мы умнее. Вы вот так считаете? Нет, я так не считаю себя, но когда вот эти необразованные люди, их надо образовывать. Вот их образовывать, вот есть же люди, которые стоят, которые ведут вот эту вот толпу, да? Вот этих лидеров надо образовывать, лидеров надо как-то вот, нужна власть, и вот оппозиция, так будем говорить, да, они должны сесть, если, да, и друг другу надо вот по-человечески прийти, там, любой, в общем, кипиш все равно приведет за стол переговоров, да? Конечно. Да, и вот только с потерями, да? Да, и с потерями, да. Вот этот кипиш, вот надо вот до этого, чтобы вот этот пузырь или там сосуд не взорвался, до этого надо будет находить общий язык. Вот если вот наш Оскар Акаевич в 2005 году, да, он вышел и сказал толпе, сказать, что я вот в следующие выборы не иду. Все, толпа бы ушла бы, и вот он доработал бы, и следующие выборы с уважением, с уважением бы, да. Ну, вот, например, так вот. А есть советники, которые, нет, надо упираться, надо это все. А вот многие, вот, которые вот вокруг руководителей, которые вот прикипели к кормушке,
кормушки, беда прям, это да. кормушки прикипели, вот они дают неправильные советы, что вот остаться у кормушки любым способом и как-то вот доводить до руководителя вот такие, что нет, те неправы, вот там они необразованные, там ахлократия, это вот они не понимают. И вот такие вот ошибки вот совершаются. Вот. Не только у нас, это во многих видим, да, вот. Да, во других странах тоже это имеет место быть. Вот. И вот очень опасные люди, вот, которые прикипели к кормушке, и своего шефа они ведут к катастрофе. Оскар Байке, вот самые счастливые моменты детства. Счастливые моменты детства. Это когда я вот у самого старшего брата дочка родилась. Да, в 1967 году, 28 ноября, я помню. День рождения Энгельса, даже это помню. Да. И у меня вот этот мяч уже порвался футбольный. И вот предоставилась возможность ходить в Сюинчудеп с родственником. Я собрал 6 рублей. Он это 25 он стоил, этот ниппельный, этот футбольный мяч. И я купил там, я собрал где-то 7-8 этих рублей и купил этот мяч. Это такая радость была для меня, этот мяч, ниппельный мяч. Или же там мама съездила в Фрунзе, да, и купила мне бутсы, вот эти вот футбольные бутсы. Это тоже такая радость Вот была. от чего любовь к футболу, да, у вас? Да, например, да, бутсы, гетры, да, вот это она привезла. Вообще я там эти бутсы ходил в школу. Школу одену и пошел. А там же это играть надо, это футбол надо играть. Вообще детство счастливое было у вас, да? Ой, у нас вот, отлично. Тут у нас ровная поляна, наш дом на окраине села. И вот эта поляна, вот прям Уэмбли отдыхает, на стадион Уэмбли. Вот такая травка, пасутся эти овцы, все они там пощиплют, там выровняют вот это, весь газон. И арык течет вода. Вот. И мы там босиком играем, в общем, с утра до вечера. И овец спасем, там кезу, бада, коров, там это все. И вот это вся наша жизнь, и там рыбачим, и купаемся, и в футбол играем. В общем, вот такое вот у нас детство было. А с какими трудностями вы сталкивались в жизни? Были трудности в жизни? Трудности, определенные трудности, конечно, были, да. Были трудности, но вот эти трудности, они воспитывают и как-то даже и закаляют характер и намыс туылыш керек та, вот, например, скажем. Жигитти намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт дейт го. Анан кийин вот у меня какая-то вот действительно страсть, например, вот наша вот футбольная команда, уличная, тоже вот в 1965 году, помнишь, не помнишь, это «Пионерская правда» газета была. Ну, конечно, помню. «Пионерская газета», вот она объявила конкурс среди уличных футбольных команд «Кожаный мяч». Кожаный мяч. И вот эту «Пионерскую правду» мы получили и создали свою команду, вот, Дордой. Вот оттуда вот наш футбольный клуб именно 1965 года. И вот наши уличные команды играли вот в Атбашах. Вот, и съездили на Рын, Бишкек, наша уличная команда. Вот. И тогда вот элементарно этих мячей не было, футболок не было, в бриджах играли, вот этих всех черных трусах, которые дома носили, ходили на это. Вот. Не говоря о футболке тоже такие, майках тоже начинали играть. Вот, и вот честь дома, честь семьи, честь улицы, честь аула, да? Честь района, честь области, честь Кыргызстана. Я вот всегда говорю, намыс, вот намысты болуш керек. Биринчи ошол өзүң намыстуу болуң.
үй бүлөң намысты болсын. Анан кейін ошол айылың көчөң деп коелучу, айылың деп коелу. Анан тиги райондун чести бар. Защищаешь там волейбол, там футбол играешь, там еще там көкбөрү играешь дегендей. Потом области интересы там, ну там и по образованию, и по культуре, по всем направлениям. Ну и вот страна. Кыргызстан намысы болуш керек. Вот этот футбол, который я сейчас держал, да, вот футбол, тоже вот, чтобы футбол не умер в Кыргызстане. Я вот создал профессиональный клуб, этот стадион построил, вот для профессионального клуба, все увидели, вот оказывается, футбольный клуб вот, профессиональный должен быть вот как Дордой. И начали уже сейчас. Сейчас вот у нас очень прогресс идет в футболе. Да, страна стадионов стала у нас. А сейчас у нас стадионы такие строятся, вот 45-тысячный, это самый большой стадион Средней Азии, Центральной Азии. Потом клубы начали строить стадионы. Вот, и вот благодаря наш президент сам играет в футбол. Футбольная общественность выбрала Хамчибека Кыдыршаевича президентом футбольного союза. И вот футбол, когда поддерживают руководители страны, он развивается везде хорошо. И вот это вот наш пример Кыргызстана. Вот последние 2 года футболу уделяет очень большое внимание. Вы думаете, это даст какой-то такой результат, что мы вольемся в какие-то мировые процессы футбольные? Естественно. Да? Ну, для этого надо время. Вот, например, футбольная академия вот у нас, потом Абдышата создала, да? Потом федерация. Сейчас футболистов не хватает. Сейчас будет 14 команд. Вот. Своих футболистов, чтобы играть на таком уровне, не хватает футболистов, тренеров не хватает. А для этого времени сейчас вот Академия Барселоны сейчас открылась, да? Другие футбольные клубы начали создавать академии. Это дети с 6-7 лет. Они же должны подрасти. Они должны потом, чтобы какая-то была критическая масса. А так сейчас у нас на 14 клубов у нас где-то всего 90 игроков. Оказывается, можно вот привлечь наши команды, чтобы они могли играть на таком уровне. Вот сейчас вот будем брать легионеров из других стран. Вот, и все вот сейчас стараются. Сейчас вот идет монетизация, коммерциализация этой игры. Раньше все бесплатно, ходили на стадионы, теперь будут билеты будут покупаться, вот абонементы, все вот прожектора устанавливают. Это вот вечером после работы будут игры. Мы просто начали показывать, как вообще футбольное хозяйство надо ставить. Вот, как вот везде во всем мире. Вот есть профессиональные футбольные клубы, да? И вот мы первый такой профессиональный клуб, который мы сделали с футбольной академией детей. 6 лет мы берем, где-то у нас 600 детей занимаются, детей на наших полях. Теперь вот уже создано здесь, в Бишкеке, Барселона, в Джалалабаде, вот академия, ну, название Барселона, ну, берем это. Другие команды сейчас. Вот, Караколе там сейчас Барс команда. Вот. А вы играете сами? Не, я сейчас не играю. Я просто сейчас немножко теннис играю, а так. А почему вот именем прадеда все называете? Потому что, вот я говорил же, вот этот, на окраине села, вот, мы жили, вот в Атбашах есть место такое, Хошой-Коргон. Вот наши, вот Дордой, вот дети, мы там жили. Вот. А потом уже как-то вот оттуда мы переехали, сначала вот Карасу, там есть село, там села Карасу, мой отец первый сюда переехал, райцентр. И вокруг нашего отца, ну, родственники начали строить дома вокруг. И вот он такой айыл, көчө, Дордой болып қалды, да? Дордой. Просто так называлось. Да, вот это вот, поняла, это, да. типа вот махаля, Дордой. Анан кейін, когда в 65-м году, когда вот кожаный мяч, как назовем команду? Ну, давайте Дордой назовем.
И вот Дордой я так остался. А потом здесь, когда футбольный клуб начали создавать, как назовем? Давайте Дордой. Потом, когда базар говорю, начали открывать, как назовем Дордой? Ну, вот так вот и пошло. Честно, мне как-то сейчас так вот улыбаемся, но так вот как-то вот. А вы сказали, что были трудности. Вот, а что для вас трудности обычно? Это что? Ну, были какие-то семейные там у нас, вот это вот, у братьев были проблемы, а потом это все, там все это уладилось потом. Ну вот бывает, рассказывают, я там, там разорился, там упал на дно, поднялся. Это там. если нет, я в детские школьные годы, у меня, я учился хорошо, был общественником, все меня уважали там в школе, вот, я все честь школы не ронял и на этих олимпиадах участвовал, физических, по физике, по математике, по истории, да. И вот мне директор все время говорил: Аскар, ты далеко пойдешь, историк он был. Алмаз Ахматалиев отец. Ты будешь историком, и ты будешь партийным работником. Он мне так всегда говорил. Он мне преподавал историю с 8 класса по 10, 3 года. И вот я всегда политинформацию читал в школе, готовил политинформации, читал газету «Правду», «Известия», первые страницы. И последнюю страницу читал спорт. Вот политика и спорт. Вот вперемешку. Ну и он говорит, поступай на исторический факультет. А сюда я приехал, мне братья говорят: ай, мне глазом угалим болосом. Говорит, давай, говорит, один брат говорит, стоматологом будешь. Стоматологом. А потом наша учительница русская говорит: ой, ты что будешь ковыряться, в зубах, что ли, Аскар? Нет, это не твоя специальность. Потом другой брат говорит: давай будешь это технология мясомолочных продуктов. Все такое практичное. Да, практичная, вот они практику туда. Ну, я сдал документы туда, мясомолочные продукты, Политехнический институт. Ослушался бы директора. Сюда приехал, ну вот. Потом думаю, директор же будет теперь ругать меня. Если встречу, что будет, как я отвечу. И представляете, вот я немножко как-то, знаете, Бог любит меня. И я тоже его. Вот. Встретился директор школы. Да, это, представляете, 1 июля мы сдавали, нет, 30 июля это последний день сдачи документов. И вот он мне встречается прямо этот день возле этого, ну, а на улице возле этого мэрии, там, встретил меня. Как, Аскар, дела? Я говорю, нормально. И куда, как ты поступаешь? На ИСТФАК? На исторический? Я говорю, нет, Ахмат Алгарбевич, я там политехнический сдал, это мне братья, говорю, заставили. Ай, хандай немесин, ты должен быть историком, потом партийным работником. Ну да, это же путь был в партию сразу. А потом я же ходил на консультации в Политехнический институт по математике, по химии, по физике. И какие-то тут требования другие. Вот я сразу почувствовал, то, что нас учили в школе, как-то нас, я так понял, что не доучили. И как-то я начал сомневаться, честно. Все письменное, и математика письменная, там, и вот это все, письменная работа. Потом начал сомневаться, и как раз вот увидел меня директор встретил. Говорит, ай, документы тапшир, ты ИСТФАК-але, да? А там же прям как раз там, вот здесь мэрия, а там да, это... там как раз он оттуда шел. Он, да, онан кейін пошел в политехнический, забрал документы.
забрал документы, уже после обеда прихожу, уже последний день же прием документов. Говорит, уже документы говорит, не принимаем. Потом там ответ секретарь бар екен, но тоже как раз историк екен. Аттоқоров, Сабыр Аттоқорович. Да, я помню. Да. У нас тоже он учил. Да. Сабыр Аттоқорович говорит, ай, Морик, я прослезился там. Я ему говорю, талада не там, не здесь. А Морик, илак баланы қыналлашы, говорит, документ. Анан кейін анан бар тапшырдым. И представляешь, на следующий день поставили мне экзамен по истории. 1 августа. Оказывается, надо отсеять вот таких вот. Залетных. Как раз. И я сдаю экзамен, Иралиев меня принимал. И сдал, и нормально, уже говорит, 4 выпустить. Ну это хорошо, если без всяких, без всяких, помощи. Нет, 4, дед. Она говорит, твердый 4, дед. Я хочу на 5 отвечать, дедим, да. Она говорит, как раз этот Аттоқоров, Гочок Валасенсин, говорит, вчерашний. Да, ағай, говорю. Она 5 алам деп отады, она говорит, 5 алам деп отады. Она задал я помню, про турков-сельджуков. Какие годы, ну такой, знаешь, прям по дате спросил, какие годы турки-сельджуки. Ну даты самые сложные же, да. По датам, да, и я там действительно вот на даты. Потом мне говорит, еще один вопрос задал, я ответил. Он говорит, твердый торт бы? Ты говорит, экзаменатор, твердый торт екен, твердый. Анда тортта жақшы баға балам. Не поставил, да? И 4 поставили. И потом я остальные экзамены сдал, и 115 человек приняли, я каким-то сотым меня тоже зачислили. И вот я стал студентом ИСТФАКа. И вот наш курс очень такой был сильный курс. Из наших рядов вышли вот Зайнедин Курманов, Куат Байболов, Бахыт Бишимов. Вот, да, кимдер бар, да? Асанханов. Асанхан Абулабек сейчас профессор, член-корреспондент. Ну, вот ряд таких. Ну, я знаю, вы со всеми поддерживаете отношения, кроме Байбулова. Нет, они же сейчас в отъезде же. В отъезде. Вот. Мы начинали с ним бизнес. Да. Сейчас в отъезде, а так, когда, да? Ну, такой дружбы нет, да? Поддерживаем связи, да. Вообще у вас все связи идут оттуда, да, из университета, из детства? Ну, комсомол, потом спорт, потом культуру я поддерживаю, да, вот, художники, артисты, журналисты. Я был президент Федерации спортивных журналистов. Вот, журналисты, комсомол, я сказал, да, комсомол, потом депутатство. Но это очень обширный круг знакомых, да? Депутатство, губернаторство, вот это все. Эти коллегами я всегда вот поддерживаю такие нормальные дружеские отношения. И они тоже вот. Вот смотрите, недавно я не познакомилась, я ехала в такси, и мне таксист, молодой парень, стал говорить, Иди, говорит, вот сейчас говорит, даже нет с кем поговорить с аксакалами, говорит. Я, говорит, скучаю, говорит, потому чтобы посидеть просто с аксакалом поговорить и послушать, советы какие-то дал, про жизнь рассказал. Вот, и я вот удивилась, на самом деле сейчас такого уважения нет к этому институту вообще, да? Вот. Потому что вот эти социальные сети тоже они перебили очень многих наших аксакалов. А аксакал тоже сидит, телефон чукуганский. А вы чукуватасыңар ма? Я тоже, как же, ну, новости надо смотреть, новости, да? А новости только вот сейчас, правильно, да, в соцсетях.
быть в курсе, и, чтобы... Сколько времени вы бываете в телефоне? Ой, я сейчас, вечером тоже вот надо посмотреть, утром посмотреть. Ну это нормально, да, это да, нормально. да. А в том плане, что это не занимает вот весь день, а то я иногда смотрю, вот Нет, вот так вот смотреть, нет. Вот когда вот, скажем, вот Акипресс, да, она так идет, да, вот он на компьютере. Вот. Потом новости Центральной Азии, новости Европы, там, Россия, Украина. Вот это обязательно надо посмотреть, что там это творится. Сейчас вот последний с ноября месяца, сейчас тренд Трамп. да, это интересно. Трамп что заявляет, что Это сегодня заявит. Да. Ну пока мне нравится, например, хотя, может быть, Трампу, конечно, дофинит. Нет, Трамп, молодец. Трамп. Ну, то, что вот он говорит, войну, чтобы они завершили этот конфликт, это же хорошо же, правильно? Это же сколько молодых людей погибает ни за что. Ну, я вернусь к вопросу об аксакалах. Вот, я думаю, что вы из тех людей, которым есть что сказать. Вот, которые действительно могут сказать что-то людям помоложе. Ну да, вот, Вот что вам хотелось бы? я тоже да. вот с удовольствием иду на встречи с молодежью, вот университеты, молодежные аудитории. Вот у нас вот этот молодые лидеры Кыргызстана, вот этот проект, он работает, в областях работают, вот эти бизнес-школы наши. Это вот с молодежью вот это. А то, что вот со своими сверстниками, там это все, вот, есть такие встречи. И чуть-чуть другое. Я имела в виду, вот вы человек, во-первых, который побывал во многих структурах власти, огромный бизнес, который существует столько лет. Это тоже, как вот раз расцветет и схлопывается, таких бизнесов сколько угодно было. Уже умудренный просто жизнью. И вот какие-то есть у вас мудрости или какие-то, ну, советы, сейчас говорят, советовать тоже так вот нельзя, типа, людям, что это тоже. Но вот какая-то мудрость, которая бы, вы считаете, что вот это важная мудрость для жизни человека? Три мудрости, скажите. 3 мудрости, Да. чтобы... Вот свои, из своей личной жизни. Чтобы да. я бы сказал этому Да, нашему да. молодому поколению. Ну, сыну, да. Да. Вот близкому человеку. То я бы сыну посоветовал бы стать человеком, каким тебя одарил Бог. Вот. Чтобы ты разбирался, что такое плохо, такое элементарно, что такое хорошо. Вот. И вот ты принимаешь в сторону, что такое хорошо, да? И старайся, чтобы после себя оставить след. След в каком плане? Чтобы он хороший след, чтобы... А след когда остается? След остается, когда ты служишь своему народу, посвящаешь свою жизнь. Вот. Не только, скажем, там, семье, да, но ты чтобы тоже был востребован своим народом. Что вот, скажем, делаешь добро, да, людям, это же тоже след. Вот, делай добро, доброта, она никогда вот, это первое такое хорошее, то, что от Бога, это доброта. Вот, делай добро, сей разумное, вечное, доброе, как говорится. Вот, и елге қызмат жасады деп айттым, Анан кейін біріншісі, ну для этого надо будет неустанно хорошее образование получать. Получи образование хорошее. И неустанно надо трудиться. Вот это тогда он приведет к успеху. Простые, вот Вот простые я истины, бы, да. например, вот так бы, наверное, и посоветовал бы. Вот. Получи, постарайся, да, образование получить, потом трудиться без лени, там, трудиться на благо себя и на благо, вот, скажем, окружающих, да, людей. Там.
народа. Ну и вот делай, твори добро. Полонгесе, добро, вот как. Потом скажут, ну, след. Хорошее вот это слово, то, что ой, хороший был человек. Он то-то, то-то сделал, то-то это сделал. И нас, вот мои вот родители, учили, что вот никогда не забывать тех людей, которые сделали нам добро. Вот благодарность. Вот благодарность. И они сами показывали пример, какой-то маленький или вот помощь, которая была оказана, да, они просто вот так вот разукрашивали, говорят, ой, как они нам помогали, они как нам помогли. Вот, и прям вот восхваляли до небес даже, вот, понимаете, да? А я иногда думаю, ну что они там немножко нам помогли, да, вот как-то я критически как-то относился, когда родители вот так вот относились к этому. А потом это все, я понял, что это действительно это нашему народу даже и не хватает. Вместо чтобы радоваться, благодарить, мы наоборот завидуем. И она гений, она зависть, это начар эмедабл, чувство зависти. Вот это вот то, что мы должны вообще, вот от зависти надо, не знаю, забывать надо, уходить надо, убегать надо от этой зависти. Например, хороший человек сделал дело, да, просто радуйся, радуйся. Вот, и, скажем, если тебе там помогли, благодари там всю жизнь оставшуюся, да. Вот ушел, и вот это вот качество у меня есть. Вот это есть, что вот, когда люди добиваются успехов, я радуюсь. Вот, молодец. Это редкое качество. Да, молодец, да, вот. И это, мне кажется, тоже дает какие-то мне силы, и как-то тоже вот, и, скажем, Творец помогает, как говорится. Вот это вот я бы вот и своим советовал бы, и молодым людям советовал бы. Вот это вот, конечно, зависть, это очень много. А вы кому-нибудь завидовали когда-нибудь? А? Вы кому-нибудь завидовали когда-нибудь? Не, ну как завидовать? Нет, это вот думаешь, вот брать пример с них, вот наоборот, вот как вот это они добиваются. Они добиваются же этого. Значит, и я могу, значит, да, надо добиться, значит, я тоже действительно вот говорить. Вот. А вот вы рассказали о своих моментах детства счастливых, а сейчас в какие моменты вы счастливы? Может быть, это просто чашка кофе утром, йога? Вот эти маленькие вот эти вот удовольствия нам, это, конечно, это вот счастье нам. Какой для Вот вас? команда выиграет, это тоже вот счастье. Проиграет, тоже расстраивайся. Вот иногда критикуешь, говорит, ты там так не сыграл, это вот. Вот. Когда вот победа, это вот, скажем, любая игра, ставишь вопрос, победить. Цель победить. Победить, но не любой ценой. Скажем, некоторые там разные вещи делают, там судьи подкупают, там какие-то там грязные эти способы могут применить. Нет, ты достойно, справедливо выиграй. Вот деньги керек. Ну тогда же и победа сладкая, когда Да, ты и сам сладкая, выиграл, да, да, вот, достойно. да. Да. И я вот когда включаюсь, вот я должен действительно вот все отдать до конца. Вот когда я играл в футбол или там что-то, я вообще отдавался вот до конца. Вы такой куражный были, да? Я Ну да, не представляю. вот это мне страсть, вот почему көкбөрі, футбол, вот это все. Вот хоккей сейчас у нашей команды вот 5 раз уже чемпион Кыргызстана по хоккею. Девочки в волейбол играют. Тоже вот я присутствую, говорю, борцы наши вот. Акджол, Джоломан, это же воспитанники нашего спортклуба. И когда они борются, я говорю, надо вот побеждать, и все. А когда горечь поражения, а без поражений тоже не бывает. Спорт это вот и победы, и есть. Ну, получается, это у вас пиковые моменты, когда вы счастье ощущаете, когда вы команда выигрывает. Да, или же там дети, когда радуют.
Это тоже большая радость, когда дети, там, скажем, по учебе, там, какие-то, скажем, достижения. Вот. Вот, когда вот дети действительно, это для родителей это как бальзам. Вот, И для вот, дедушек, да, бабушек тоже, да? И для дедушек, и для бабушек это вот, по-моему, самый лучший вот это вот бальзам, это вот когда дети там что-то там достигают хороших своих каких-то, достигают каких-то достижений, да, успехов. Вот тогда вот действительно такая большая радость. Ну и, конечно, это же и коллектив, когда достигает каких-то определенных успехов, да. Поняла. Ну, и, да, и это, естественно, тоже это вот большая там радость. Вот. Ну и, конечно, когда наш Кыргызстан, это на международной арене, да, вот. Мы за Кыргызстан. Ну да, почему-то, когда мы за Кыргызстан, да. столько счастья это дает, когда кто-то выигрывает, это поразительно. Нет, Я это удивлялась по спорту, самой да, себе. по Да. спорту. А сейчас это уже и по уровню жизни, и по здравоохранению, и по другим направлениям, да. Это уже гордость, понимаете? Гордость, намыс. Что намыс, да, намыс, тымынакей. Кыргызстанның намысы деп, ошо турушун керек да, баягы. Биздин элдин намысы деп. А это рождается, это же маленьких крупиц. Вот эти все достижения, да? Конечно. Города, там, области, там, это народа, в целом в этом успехе. А скажите, вы никогда не замечали, о чем вы чаще всего думаете? Ну вот давайте возьмем, вот с чего начинается, да, день, да? Да. День, например, начинается, он проснулся, благодаришь Творца, что вот новый день настал, и новый день пусть он там принесет такие благожелательные успехи, и это все. Ну, интересуйся, что там в мире происходит, правильно, да? Там сейчас чего, что войны не было, там, украинский конфликт, там, Палестина, вот это все, как это все быстрее вот, успокоилось. И потом у нас вот тоже санкции тоже бьют. Вот это вот, ну, вот, анализ вот этого всего, она же комплекс, она дает вот эти все, вы размышляете, да? все проблемы, да, чтобы вот это вот, этот узел вот этих противоречий быстро развязалось. Но это, конечно, это не сиюминутная, не это вот, война. Почему война? Она за ресурсы идет, за нефть, за газ, за золото, как говорится. Вот. Ну, вот тревожишься. Вот. Тревожитесь, да? Тревожишься, когда вот это неспокойно в мире. Потом смотришь наши свои республиканские новости. Тоже есть определенные тревожные моменты, чтобы вот эти моменты, чтобы не было бы вот. А потом по всего из этого складывается вот это то, что вот происходит во мне, там, в моем коллективе, в стране. Вот это все анализируешь и какие-то свои предпринимаешь шаги из этого. Вот. Все, когда вот, даже вот в таком геополитике, там, это все посмотришь, потом у себя посмотришь, в коллективе посмотришь. И вот это как-то, знаешь, вот это все, весь этот анализ, и чтобы не сделать неправильные какие-то шаги, чтобы просчитывать, чтобы быть в ногу со временем, чтобы вот какие-то есть узкие места, где-то обратить на это внимание, в первую очередь. Там это все вот. Ну, постоянном действии, я так буду говорить, постоянном действии, постоянном таком анализе, постоянном каком-то даже поиске. Вот. Ну и исходя из того, что вот действительно говорит, какие-то очень быстрые перемены происходят, да, я уже как-то уже не успеваю это даже, понимаете, вот не успеваю. Но вот для этого вот сегодня я вот в Акипрессе посмотрел, молодежь, правильно, да? Вот, молодежь. Ну и есть ветераны, которые вот направляют их, да. Ну я вот тоже стараюсь, есть ветеранов, которые вот таких квалифицированных профессионалов оставлять, ну и вот надо будет обновлять. Вот, обновлять. Есть работники, которые уже не соответствуют требованиям времени. Сейчас очень тяжело с кадрами. Да, требованиям времени, вообще, да, многие тоже сейчас уехали. Во многих наших профессиях сейчас нехватка таких кадров, правильно, да? Ну и вот я тоже вот хотел бы, чтобы вот
вот эта цифровизация, IT, вот эти технологии, которые были вот, быстрее бы, они бы тоже вошли в нашу жизнь, да, чтобы она, все равно мы никуда не денемся, мы будем в этом фарватере двигаться. Правильно, да? Конечно. Да, мы ничего уже не можем остановить процесс. Ну и вот, чтобы мы, вот, скажем, коллектив шагал ногу со временем, не отставать, не отставать. Вот видишь же прорывы, там такой прорыв, ну этот прорыв, правильно, да? Вот эти Илоны, Маски, там эти Фейсбуки, вот эти, они же в свое время, они тоже начинали вообще вот с азов, а потом вот они какие гигантами стали. И вот. Оскар Байке, а вот, кстати, насчет тревожиться. Ну вот в Америке онлайн-торговля сейчас убивает рынки. Вот у вас есть вот такие опасения? Ну, есть. Вот у нас онлайн, буквально 5 лет назад у нас было 5% онлайн. Сейчас вот после ковида, когда уже люди научились дома сидеть и заказывать, оно уже где-то 25-30% уже онлайн торговля. И оно со временем еще будет увеличиваться вот этот. Вы думали, как вы будете встраиваться Нет. в это, да? Потом у нас еще есть, знаете, мы все-таки Восток. Восток дело тонкое. Восток всегда жил базарами. Всегда рынками. Да, рынками. Вот, если женщина не пойдет там на базаре, там не пощупает, там перед зеркалом это не оденет, ну, примерно я говорю так, не удовлетворится. Или там пощупать продукт, какой там это все, поторговаться. Вот. Это есть в крови. Ну, этот сегмент, вот этот оффлайн, да, когда пошел на рынок сам, она будет все равно уменьшаться. Уменьшаться до каких размеров, я сейчас не могу сказать, но определенная категория людей, она все равно останется, которые привыкшие. Это вот, скажем, Европа, вот эти вот страны, где вот, да, вот. А, скажем, Африка, Азия, да, вот, значит, и Китай, и Индию будем брать. Они вот, например, без рынка, наверное, не могут. Вот, например, Китай сейчас онлайн, да, онлайн, оно быстрыми темпами идет, да. Днем у них рынки, базары работают. Но и ночью у них вот эти вот большие площади городские, да, отдаются под торговлю. Вот ночью, вот, скажем, город приехал, да, город приехал, и, ну, что вечером, вот, например, туристу, что делать вечером? Он или туристу, или тому же жителю, который вот днем работает, а вечером что-то там, вот организовываются такие временные рынки. Прям одна управляющая компания берет их, потом они, ну, например, мы возьмем вот нашу площадь, да? Нашу площадь, вот старую площадь. Там очень аккуратные вот эти вот прилавки. Они приезжают, вот, приезжают, расставляют товар. И с 8 вечера, где-то 12 часов ночи, они там торгуют. Люди прям, я видел, там толпы прям ходят в Китае ночью. Туристы ходят. Все, что Ну, то надо есть, да, вы уже просматриваете, да, варианты, оказывается? Да, купили оттуда, да, и ушли. В 12 часов управляющая компания все чистит, все убирает, весь мусор. Вот. И каждая торговая точка приносит вот в этом городе $70 тысяч в год, одна торговая точка в бюджет города. Вот где вот город может зарабатывать. Да, это так, в эту сторону Да, и можно развиваться, очень да. симпатично, если все сделать, чтобы вот с 8 до 9 и турист, он не пойдет туда, вот, скажем, да, вот, а вот ночью вышел и пришел в свое время и вторая вот товарищ, эта вот вещь, которая, что вот говорят, что вот этот торгово-логистический центр Новый Манас, что вот он конкуренцию будет дурную составлять. Это так или нет? Ну, все, что строится, они будут составлять конкуренцию. Но вот эта вот базовая часть, вот Дордой, да, вот я вот на своем веку, вот, рынке, да, вот человека сдвинуть от этого любимого места на 2 сантиметра или на 3 метра, да, это очень страшно, это вот. Он прикипел к этому месту, он оттуда получает доходы, да,
И куда-то там, чтобы их туда куда-то перекочевать, переселить, это очень самый тяжелый, да, этот момент. Ну, кто-то, если хочет, у него есть, скажем, Дордой не устраивает, он может там взять место. Ну, если то есть там- это не так критично, да? Это тогда? не так критично, да, и так не так критично. И я отношусь к этому очень так философски. Если человек хочет, да, если прям с Дордоя все уйдут, ну, это значит, это веление времени. Вот. Но, я же говорю, Восток дело тонкое. Ну, в общем, на рынках еще будут они существовать. Я же сказал, вот и Китай привел пример, они и днем работают, и даже вечером, ночью делают рынки. Да. Ну вот видно, как работает ваш мозг в части того, как что делать, это так Ну классно. да, вот прям, да. офлайн, вы сказали Да, же, да, да, онлайн. да, да. Мгм. Ну, получается, вы бизнесом занимаетесь по-прежнему так же активно, да, как вот? Нет, я сейчас децентрализовал уже. Ну так, я почетный президент нашей ассоциации. Но по каким-то таким принципиальным моментам я могу собрать, послушать их. Вот. А так у меня с самого начала децентрализовано. Все вот эти структуры, они раз в полгода только приходят, говорят, вот то-то, то-то делаем. Ну, какие-то моменты есть, которые надо мне вмешаться. Тогда я вмешиваюсь, там, помогаю. Ну, а так вот у нас все децентрализовано. Что еще вам интересно? Ваши годы сейчас такие классные. Ну, сейчас, ну вот, сейчас вот в таком возрасте, мне кажется, надо будет, чтобы я свой опыт передавал молодым, больше выступать перед молодыми, вот, не терять чувство своей общественной, как общественный деятель, я должен быть в обществе, быть активным, вот, во всех сферах, которые я имею дело, да, ходить на встречи, на эти какие-то мероприятия общественные. Это у нас в своей стране. Ну и поддерживать связь со своими партнерами, которые я вот на эти годы нажил. Вот, в других странах много друзей, туда к ним ездить. Не всегда получается. Я всегда, кто приезжает, я, конечно, хлебом, солью всегда встречаю, и они все говорят, вот ты нас встречаешь, а мы когда ты к нам приедешь. Я говорю, выйду на пенсию, приеду. Может быть, это такая пора, может, наступает. Больше путешествовать, больше вот ездить. Не, к друзьям съездить. Я вот там много стран повидал уже, но вот те друзья, которые вот, тоже какой-то дефицит у меня, времени мало, вот, и я хочу вот проехаться по этим моим друзьям, вот, посмотреть их, так тоже очень интересные места есть же, в каждой стране есть самые лучшие такие места, вот это хочется так вот пожить. И, ну, любимое детище, вот, чтобы вот футбол, вот эти спортивные состязания, чтобы вот посещать активно. Вот, чтобы вот теперь и дети подрастают, внуки, чтобы тоже поучаствовать на их, как говорится, свадьбах, чтобы потом, да, вот внуки, дети, это тоже большая радость. Да, вот я же выступаю же, вот наши тои, свадьбы, вот как-то проводить по-новому, по-другому, формат другой, чтобы был. Ну да, в этот раз по-другому как-то проводите, никак. Не, ну, это вот очень много мы, конечно, теряем времени, вот. Анангин, ненужных каких-то бремелербар, которые нет, и расходы тоже, срапчилах. Вот это вот, мне доходит излишество, да, излишество, вот слишком много излишеств, времени много вот, тратим, вот, скажем, на 5 часов пригласили, 7 часов, 2 часа опаздывают, потом с 7 до часу ночи, пока там устухан свой не возьмешь, ждешь, пока это... Ну это святое же. Взял этот пакет и пошел домой. Вот, и потом еще эти тосты там, Бесконечно. да,
человек 30-50 выходит, одно и то же говорят. Ну, как-то по-другому, другой формат я тоже предлагал. Ну, все страны, все народы уже много перешли уже на другие стандарты. Китай 3 часа, турки, максимум, я говорю, 3 часа вот эти все мероприятия. И все очень хорошо, все довольны, там, попоют, попляшут и, как говорится. Ну да, везде время, баланс везде, нужен. Везде времени, да, а у нас 7 часов, 8 часов. Да, начиная вот там с молодых, вот маленькие говорят тосты. Очень утомительно. Да, конечно, маленьких да. детей заставляют, да, ну скажи тост. Да, все вот, и всех, кто выйдет, даже не хотят говорить, они говорят, заставляют, да, ну давай пожелание или там тост скажи. Ну это как-то абсурдно. Понимаю, да. Тем более сейчас, как будто времени меньше стало, что ли, да? Вот. Да, когда Физически это, как будто когда времени время меньше стало. спрессовано, все, понимаете, да, то все быстро-быстро. И мы как-то должны тоже соответствовать. Мы же когда вот даже вот похоронные процессии или там вот эти свадьбы, тои, это когда вот на лошадях там добирались 2 дня, да, потом уставшие там резали скот, лошадей. Сейчас с Америки там за день уже прилетают на эти все вещи. И вот как-то мы должны тоже приспосабливаться. Вот соседи, вот узбеки, там другие, да, уйгуры, тунгане, вот с кем мы живем, русские, все нормально. Ну, знаете, вот они... с одной стороны, да, надо, но с другой стороны, получается, у нас институтов, вот, где люди могут коммуницировать, где вот какая-то социализация происходит, у нас нет. То есть у нас это то или это похороны? Да, нет, это да, вот, да. Подождите, вот на тое, да, там же невозможно говорить. Вот еще говори. Там же невозможно общаться. Там тамада да. выйдет и под громкую музыку, как начнет. Тоже Там, правда, и вот да. смотришь на эту тамаду 8-7 часов, вот, ничего не слышно. Абсолютно. Это все под фанеру, вот эта музыка гремящая. Вот. Единственное, там, когда женщины там танцуют, мужики там выйдут покурить, вот там где-то пообщаются и все. Все время хотела задать один вопрос последний. Да. Вы когда-нибудь дрались? Я? Да. Дрался в школе там с одним из-за девочки до крови. Ух ты! Я ударил меня первым в нос, и у него кровь пошла. И все, никогда больше. Да, это было, по-моему, в 8 классе.